Здравствуйте, это программа «Якутия Лайв». С вами в студии Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Несмотря на взлет мировых цен на нефть, в России цена на бензин остается стабильной. На наших заправочных станциях спокойная обстановка. Наша съемочная группа посетила 2 заправочные станции. И давайте посмотрим следующий материал. Мы рады видеть вас на нашей автозаправочной станции. Вы выбрали АИ-92, колонка номер 6. Будем рады видеть вас снова. Счастливого пути! Как бы чуть-чуть там, ну не шибко сильно, я бы сказал, что так сильно поднялись цены. Хотелось бы, конечно, что подешевле было, но... Планируете ли вы вообще переходить на газ? Я лично хочу, но пока нет возможности финансовой. Вообще вы ощутили ли поднятие цены на бензин и сильно ли это повлияло на вас? Ну, я на машине только на своей пока недавно езжу, поэтому еще не шутил. Пока особо нет, получается. Ну, поднялась, как сказать, относительно небольшая сумма. Поэтому пока все это не ощущается. Планируете ли вы переходить на газ? Нет. Ну, раньше я больше проезжал на ту же сумму, а сейчас меньше, конечно. Цена на бензин влияет даже на продукты. Сейчас продукты дороже, мне кажется, из-за этого тоже. Ну, что мы видим? Обстановка спокойная. Ну, люди все-таки думают, переходить на газ или не переходить. Есть даже соблазн сделать вывод, что внутренний рынок надежно защищен от колебаний внешнего рынка. Так ли это? Ходят еще слухи, что цены на бензин внутри страны могут вообще пронизиться. Ну, а скоро закроется ледовая переправа, настанет распутица. Обеспечены ли мы достаточным запасом топлива? Не будет ли дефицита? Сегодня в нашей студии собрались те, от кого зависят наши запасы. Мы у них узнаем, так ли безоблачно на топливном рынке страны. Надо ли запасаться бензином впрок, ну или лучше вообще перейти на газ? Ну вот теперь вопрос гостям в студии. Вы все так или иначе связаны с топливным рынком, кто-то меньше, кто-то больше. И вот такой вопрос. То, что цены на мировом рынке на нефть взлетели, это хорошо для России или нет? Безусловно, это хорошо для России, для того, чтобы поддерживать тот внутренний рынок, который у нас есть. А вот в части того, что будет ли снижаться, ну, на самом деле, давайте открыто говорить, мы все ждем, чтобы снизилось. Мы все ждем, чтобы, если экспорт уменьшается, значит, предложение должно быть внутри России должно быть больше. И, соответственно, все думают, что все-таки снижение будет. Но тут 2 аспекта есть. Первое, это все-таки понятие себестоимость, да, продукции. И само ценообразование. Если смотреть литр бензина, то порядка 70-80% это акцизы все-таки. А себестоимость это 20-30% в одном литре бензина. Соответственно, здесь возникает вопрос, а как предприятия будут снижать свою себестоимость, когда они уже не могут больше продавать на экспорт, как было раньше до санкционных моментов. Поэтому здесь, естественно, государственное регулирование, снижение акцизов, снижение налогов, снижение барьеров, вот это вот даст ощутимый импульс по снижению топлива. Именно на розничном продаже. А вот в части запасов, я думаю, мои коллеги там больше, наверное, скажут по запасам. Да, насчет запасов. Ну, мы как координирующий орган по топливообеспечению, у нас, как с учетом наших природно-климатических условий, в принципе, у нас в республике нефтепродукты завозятся запасом. Мы, как говорим, для наших вот заречных вот этих районов, они всегда у нас завозились на 2-3 месяца запасом. А для арктических, ну, основной объем мы всегда завозим навигации. Основной большой объем, больше 40% для республики завозится в навигацию. И оставляется на депонации. Да? Для арктических районов это годовой, полуторагодовой запас завозится. А для центральных, южных, ну, западных районов, заречных районов, оно завозится всегда запасом на 3-4 месяца.
Таких у нас прогнозов нету, что у нас будет дефицит топлива на внутреннее, не то что в республике, по всей стране. Ощущается, конечно, на бирже у нас снижение цен, как уже вы говорили, на нефтепродукты. При этом надо учесть по ценам, да, в республике на цены по ценам на нефтепродукты, розничные цены, 70-80% это закупочная цена. Плюс это транспортные расходы, плюс идет снабженческо-сбытовая надбавка, то есть затраты на содержание тех же нефтебаз, АЗС, да, предприятия затрат и проценты по кредитам. Здесь я не думаю, что у нас снижение цен ожидается, как мы уже все знаем, у нас ключевая ставка увеличилась, да, 20%. Естественно, все наши предприятия завозят с привлечением кредитных средств. Все предприятия исключительно, да. Это порядка у нас... Ну, практически, можно сказать, у нас потребность в кредитных средствах 23 миллиарда. Топливно-энергетических ресурсах, да, привлекаются кредиты. Все предприятия, что ЖКХ, что энергетики, что топливообеспечивающие предприятия, поэтому в цене сидит проценты по кредитам. Естественно, проценты по кредитам, по договорным обязательствам с кредитными компаниями у них, ну, автоматически увеличиваются. Сейчас, конечно, правительством прорабатывается вопрос по государственной поддержке, по льготному кредитованию, и идут вопросы по субсидированию, ну, разные меры, механизмы. Минэнерго Российской Федерации, Минпром Российской Федерации сейчас прорабатываются эти механизмы и разрабатывается положение, для каких системообразующих предприятий, по какому механизму будет оказана государственная поддержка. Ну, все-таки, чего нам ждать? На что больше надеяться, можно сказать? На повышение цен или на снижение? Не, ну, обязанность государства все-таки сдерживать цены, это во-первых. Сдерживание цен А по будет. возможности для развития внутреннего предпринимательства, внутреннего товарооборота, это уже снижать, естественно. Ну, когда говорят о сдерживании, сразу понятно, Ну что да. цены взлетают, а мы их сдерживаем изо всех сил. Я вам скажу так, вот, допустим, мы же много все говорим об импортозамещении, да? Вот все заводы, любое производство, оно все-таки завязано было в мировом таком пространстве, да, и, соответственно, очень много комплектующих, они импортные. Да, Очень много оборудования импортное. Соответственно, здесь возникает вопрос, как мы будем замещать вот эти все импортные комплектующие для того, чтобы наше производство работало бесперебойно. И здесь, соответственно, у предприятий в любом случае возникнут издержки, которые заставят в любом случае пересматривать себестоимость, возможно, да? И здесь государство должно обязано просто здесь пойти навстречу системообразующим предприятиям, которые действительно являются вот тем локомотивом экономики, который дает возможность другим развиваться, да? Здесь надо будет помогать так, чтобы действительно сдерживать, если какие-то негативные последствия есть. И, соответственно, дальше уже следующий шаг – это снижение уже издержек, снижение цен для того, чтобы дальше как мультипликативный эффект уже был для других отраслей. То есть в любом случае необходима поддержка государства. Безусловно. Какие будут приняты решения на уровне государства, Безусловно. оттуда уже будет вытекать, Да, что безусловно. будет происходить с ценами на бензин, и на топливо. Конечно. По предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, в принципе, сейчас запасы топливо-энергетических ресурсов достаточно для прохождения отопительного периода, ну, как коллеги уже сказали. Поэтому все в штатном режиме, завоз топливо-энергетических ресурсов сейчас происходит. Ну, по предприятию жилищно-коммунального хозяйства, естественно, так же, как сказали, что кредитовались, получается, для завоза топлива. Сейчас вот совместно с Министерством энергетики сейчас прорабатываются вопросы субсидирования или привлечения кредитных средств более с низкими процентами. Вот у меня к вам вопрос, не совсем, может быть, относящийся к теме, но поскольку заговорили про импортозамещение, вот турбины, которые стоят у нас на ГРЭС-2, они же американского производства, если я не ошибаюсь. Да. Сейчас представительство в Москве есть, General Electric. Сейчас, в принципе, они от своих обязательств не отказываются. Поэтому прорабатываются вопросы по проведению сервисного обслуживания и дальнейшего. Поэтому пока все в штатном режиме. То есть, ну, они работают и... Пока все работает, мы не замерзнем. Проблем нет. Да. Но все эти проблемы, означает ли это, что будет пересмотрен бюджет по жилищно-коммунальному хозяйству? Ну, естественно, да. Бюджет будет пересмотрен, поэтому...
Пока все работает в штатном режиме, поэтому с министерствами Российской Федерации сейчас в данный момент работаем по То есть идет обсуждение, да? обсуждению, да. Население должно понимать, что галопирующего роста тарифов на энергоресурсы их не должно быть просто априори. То же самое в ЖКХ. Мы не должны этого допускать. Если даже какие-то проблемы возникнут, допустим, да, то мы должны вот на уровне и федеральных органов власти, региональных решать для того, чтобы население не почувствовало вот эти вот росты. Потому что у всех сейчас беспокойство в части того, что там вдруг сейчас вот начнется там какая-то там непонятная инфляция, все пойдет вверх, и такого не должно быть и не будет. А с нами на связи по скайпу должен быть первый заместитель министра промышленности. Хотелось бы у него тоже спросить. Михаил Афанасьевич, здравствуйте. Добрый день. Вот слышали ли вы сейчас наше обсуждение и каково ваше мнение, что станет с ценами на топливо и вообще насколько сейчас вот у нас появляются перспективы в том, что Россия переориентируется на азиатский рынок, то есть может быть это вообще новое окно возможностей для Якутии в этом смысле? Ну, конечно же, определенные трудности будут, но наоборот, я вижу здесь одну возможность, действительно, наши предприятия, в том числе промышленный сектор, весь ориентирован на страны АТР, и соглашусь с коллегами, конечно же, здесь функция правительства, в том числе, чтобы сдерживать рост цен, особенно энергоресурсов, и здесь правительством республики разработаны меры поддержки, в том числе сегодня разработана и проведена программа расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. Это для примера. С 2021 года уже работает данная программа, и в прошлом году вот мы начали субсидировать строительство заправочных станций. Да. Из бюджета в 2022 году выделено 24 миллиона рублей. Это на перевод, на субсидию перевода техники на газобаллонное оборудование. И сегодня также приняты меры поддержки. Это отчасти льготы по транспортному налогу, это снижение до 50%. Также сегодня из бюджета республики выделены средства на субсидию строительства газозаправочной инфраструктуры, а именно на строительство АГНТС, то есть на заправки, которые используют компримированный природный газ. Согласно принятых мер поддержки, сегодня в соответствии с типом, в зависимости от типа транспорта, мы предоставляем субсидию. Например, вот для легкового автомобиля массой до 1800 килограмм размер субсидии может составить 90 тысяч рублей. Если у нас, то есть это мы возмещаем населению, юридическим лицам, нашим предпринимателям, их затраты до 90%. Если сегодня перевод техники на газобаллонное оборудование будет составлять там, порядка 100 тысяч рублей за единицу, мы 90 тысяч возмещаем за счет бюджета республики. Вот. Также у нас, для примера, в этой программе предусмотрено не только вот перевод легковой техники, да, но и грузового транспорта. Это автобусы, допустим, длиной до 8 метров, сегодня будут получать субсидию в размере 220 тысяч рублей. То есть, как вы видите, здесь у нас и градация по типу транспорта, да, но и существенная поддержка. Существенная поддержка до 90% затрат мы возмещаем. Вот. Что касательно вот этой программы, да, субсидий, это мы ориентировались сегодня только на компримированный природный газ, это метан. Да. Сегодня в республике работает 9 автодополнительных компрессорных станций. Это в Мельницком районе, Ленском, это у наших промышленных предприятий. В городе Якутске 3 и 4, и у нас в Нижнем Бессяхе тоже сегодня работает заправка, газонаполнительная компрессорная станция на метане. Если мы сегодня берем весь рынок использования моторного топлива, газомоторного топлива, также параллельно у нас эксплуатируется и пропан-бутан.
Пропан, бутан, ну, исторически у нас с нулевых годов, с начала 2000-х годов тоже получал активную поддержку со стороны правительства республики. Были своевременно построены заправочные станции, завод был построен, газоперерабатывающий завод, который сегодня эксплуатирует Сахатранснефтегаз. То есть также были выделены субсидии на перевод техники и тем самым образовали рынок потребления. И сегодня это устойчивый рынок, и мы видим, что из года в год количество транспорта, переходящих на газомоторное топливо, он растет. Стоимость метана, компримированного природного газа сегодня в Якутске это порядка 20 рублей за литр. Пропан бутана порядка 25-26 рублей. Ну, если сравнивать с нефтяным топливом, то, сами понимаете, это порядка 2,5 раза дешевле стоимость за литр, да? Ну и, соответственно, это экономичный и экологически чистый вид топлива. Имеет большую перспективу для нашего региона. И самое главное, наша перспектива и наша сильная сторона – это то, что сырье наше. У нас есть природный газ республики, который добывается, транспортируется, эксплуатируется. Сегодня в центральной Якутии, западной Якутии, южной Якутии вот планируется тоже вот объектов газификации. Так что вот, мы понимаем, что в перспективе у нас данное направление будет развиваться и максимально будет поддерживаться также правительственной республики. Михаил Афанасьевич, до конца 2030 года должны построить 40 газовых заправок. Вот эти санкции, санкционное давление, как вы считаете, скажется ли на процессе строительства? Ну, конечно, у нас, как бы коллеги тоже ранее меня озвучили, что у нас и оборудование, и комплектующие, они производятся в странах, где сегодня, к сожалению, мы имеем ограничено. По санкции есть, да, по использованию и взаимодействию с данными странами. Допустим, очень большая вот рынок использования газомоторного топлива сегодня развит в европейских странах, таких как Германия, Италия, да, и оборудование, действительно, часть оборудования использовалась импортной. Но импортозамещение сегодня активно развивается. Сегодня есть заводы-производители, которые выпускают в России. Так что, я думаю, здесь никаких у нас остановок реализации данного плана нет. Мы здесь четко понимаем, какие годы, какие объемы мы планируем реализовать. Ну и, соответственно, у нас есть потенциальные инвесторы. Это у нас, если вот до 30-го года, согласно нашей программы и наших планов, это реализация строительства газоправочных станций Западной Якутии, Центральной, Южной группы Луцев, Центральной Якутии и Заречной группы Луцев. И также Южной Якутии. Михаил Афанасьевич, у меня есть такой глупый обывательский вопрос, может быть, к вам, может быть, к гостям из студии. Вот мы сейчас все говорим, что переход на газ – это хорошо, потому что газ – это более дешевое топливо, и вроде как это выход для всех, переход на дешевый газ, да? Вот. Но солярка до недавнего времени ведь была самым, дешевым видом топлива. Дизель был дешевый, кто-то ставил себе там дизельные моторы. А сейчас мы видим, что дизтопливо стоит практически как 92-й и даже дороже. Вот не случится ли с газом такого? И почему солярка дорогая? Ну, еще раз повторюсь, вот нефтяное топливо, это все завозится извне. То есть это сложная логистика, это действительно, вот как озвучили, акциз и так далее, да. А природный газ добывается на территории республики. Это наше сырье, которое сегодня добывается по Центральной Якутии. Это Средневилюйское газоконденсатное месторождение в Вилюйском Руси. Это Отрадненское газоконденсатное месторождение в Ленском районе. Это Среднебатоминское газоконденсатное месторождение в Мельнинском районе. То есть у нас достаточно сырья, чтобы данный
данное вид топлива, мы не видим никаких причин, чтобы таких скачков у нас нет. Чтобы в перспективе скачков не будет. Спасибо. То, что касается, да, порядка 2,5 раза дороже нефтяное топливо, поэтому однозначно перспектива только за моторным топливом. Спасибо. Вот Павел Владимирович добавлю, хочет да. дополнить. Михаил Александрович абсолютно правильно все говорит, да, что у нас газовое топливо, она безакцизная. Это, во-первых. Во-вторых, действительно, сырье это наше. В-третьих, мы прекрасно понимаем о том, что данный продукт является востребованным для нашей республики, и тот объем реализации пропана, который мы делаем, допустим, да, она полностью потребляется внутренним рынком. То есть, если бы, условно говоря, да, если бы у нас была бы возможность, как другие, там, допустим, компании, экспортировать, скажем, да, в АТР, да, допустим, страны АТР, и, естественно, там бы предлагали бы, там, грубо говоря, там, за 60 рублей, да, и мы бы сказали: так, ребята, мы не хотим здесь продавать за 24 рубля 80 копеек, мы продаем за 60 рублей. Но мы социально ориентированная компания «Сахатранснефтегаз», и мы этого никогда не сделаем. Мы будем работать на рынке, мы будем развивать собственное производство для наших потребителей, для наших жителей. И, соответственно, даже если динамику смотреть роста нашей продукции, то она растет буквально там 20 копеек, там, 30 копеек. Да? И то она идет расчетно чисто по себестоимости нашей продукции в зависимости от роста электроэнергии, прочих и так далее, там, издержек нашего производства. Поэтому вот 24-80 рублей мы будем держать, ну, я думаю, что мы долго будем держать вот такое. Ну, с газом понятно, а солярка-то почему дорогая? Ну, понятно, что, скажем так, она дешевле производства, ну, условно говоря, да, и больше потребляется за счет того, что у нас очень большое промышленное потребление именно вот этого продукта, да, и, соответственно, для того, чтобы получать больше доходов, они подтягивают стоимость для всех потребителей. Ну, и к цене бензина подтягивают. Цене бензина, да, подтягивают, да. Это всегда так было. То есть больше потребляют, значит, больше растет. Даже вот короткий ажиотаж продуктов питания, который у нас случился, да, это из-за чего случилось? На складах сахар был, люди начали максимально скупать, предприниматели посмотрели, что у них запасов нету, да, и они начали поднимать, короче. Вот, то есть спрос не только рождает предложение, но и поднимает цены. Естественно, да, естественно, да. Спросим у представителей транспортного сектора, что с газом, как ведется работа с переходом на газ вообще? Ну, если мы видим статистику, да, которую нам предоставляет управление ГИБДД, то у нас 1/3 часть транспортных средств, зарегистрированных в республике, она работает на газомоторном топливе, то есть имеет возможность. Да? Если говорить про общественный транспорт, да, то в городе Якутске у нас все автобусы работают на газомоторном топливе. Если говорить про другие районы, как уже говорили мои коллеги, у нас развивается инфраструктура, и мы надеемся, что газовая инфраструктура придет к ним, и они начнут покупать автобусы на газу. Если говорить про будущее, то сейчас у нас, как вы знаете, уже 100 автобусов поступают, да, в город Якутск. Они на газомоторном топливе. И мы эту задачу дальше будем продолжать, чтобы развить нашу транспортную отрасль. Но в сфере ЖКХ есть ли какие-то идеи, может быть, или возможности переводить те же самые котельные на газ? Выгодно ли это? В данный момент это происходит у всех предприятий жилищно-коммунального комплекса. В инвестиционной программе эти мероприятия предусмотрены. То есть совместно с Министерством промышленности котельные переводятся, автоматизируются и на газ, на более дешевое топливо. Да, мы говорим газ, да, газомоторное топливо. Вот Михаил Александрович рассказал. У нас 3 вида же, по сути. Первое — это вот пропан-бутан, который мы производим, Сахатранснефтегаз производит уже. Мы начали 95-го года, по сути, да, вот потихоньку, а уже когда правительство посмотрело, что этот рынок можно развивать, появилась поддержка, и мы построили завод большой, который сейчас работает. Кстати, канадская система, канадский завод. Вот, Нет, завод, они свои комплектующие. Да, вот, и мы сейчас достигли, ну, в 2015 году мы достигли до 15 тысяч тонн выпуска нашей продукции пропан-бутана. Это вот именно сжиженный углеводородный газ. Это вот первый такой продукт от газа, да?
А второй продукт, это вот то, что вот Михаил Александрович сказал, газомоторное топливо, это вот компримированный природный газ, это вот то, что вот мы видим в заправке, там, топливо 21 века, там, стоит, да, сахаметана. Вот на автодорожной тоже есть, да? Это вот компримированный природный газ, это сжатый газ. Там уже она стоит 20 рублей литр, и она в большей степени подходит, ну, в большей степени для большегрузных машин, которые потребляют большой объем топлива там и так далее. И она у нас производится, вот эти две продукции. И третья продукция, это уже сам СПГ, сжиженный природный газ, это когда уже и сжижают уже природный газ. Здесь она производится, вот этот продукт, только в одном месте у нас по республике. Это в Нижнем Бестяхе, где железнодорожный вокзал. Там есть предприятие Саха ОСПГ, которое производит для потребления внутри логистической системы железных дорог Якутии. Там, А этого одного предприятия достаточно? Конечно, Или нет. они должны Конечно, нет. Да, появляться у нас в планах, в принципе, есть у Сахатранснефтегаза развитие вот именно третьего направления СПГ. Проект у нас уже сверстан. Мы должны выпускать, по сути, где-то 12,5 тысяч тонн СПГ. И буквально вот мы в мае будем проходить общественное слушание, потом уже будем подыскивать оборудование, которое позволит нам, независимо от санкционных таких вот трудностей, реализовать этот проект. То есть Илдархан это четко сказал: ребята, не останавливайтесь, надо дальше двигаться. А вот части пропан-бутана, вот первый, да, мы не стоим на месте, мы уже третий год уже строим расширение нашего завода. Да, с тем, чтобы, если мы в год сейчас выпускаем где-то порядка 8 тысяч тонн пропан-бутана, то мы хотим достигнуть 14,5, где-то 15 тысяч тонн. То есть Вы их все хотите реализовывать на внутреннем рынке? Не только. Не только, да. Не только, но потенциал вот города Якутска и пригородов, он, в принципе, довольно большой на самом деле. Ну, если все начнут активно переходить на газ, да? Да, не только как газомоторное топливо, но вот сейчас в последнее время развивается еще у нас автономная газификация, когда уже пропан-бутан покупают для бытовых нужд, для отопления там жилых и нежилых там помещений там и так далее. Если вот, допустим, мы в год продавали там буквально там 2 года назад 5 тонн, да, то мы сейчас уже в районе уже, в этом году уже думаем уже до 200 тонн. То есть дойти. То есть появились предприниматели, которые занимаются автономной газификацией именно по пропан-бутану. То есть у нас развитие в любом случае будет однозначно. И бояться, что вот сейчас вот на газ перейду, да, а потом возьмут газовики и скажут: так, ребята, вот покупали за 24 рубля, из-за санкций мы поднимаем до 50 рублей. Да. Такого не будет. Ну, а такое может быть, что, например, да, вот вы говорите о том, что газ используют и в отоплении дома, да, например, и в заправке автомобилей. А вообще можно ли перейти на газ, заменить газом все виды топлива? Нет, не получится. И в случае, если вдруг такое ограничение какое-то будет по нефти, мы такие хоп и перешли на газ. Можно ли не перейти на это? Да, вот тут все зависит от характера переработки газа, да. Вот пропан-бутан, то, что мы говорим, он, я рассказал сейчас в объемах 8 тысяч тонн, да, там до этого было 15 тысяч тонн, да, сейчас вот мы пытаемся 15 тысяч тонн, да, и все люди спрашивают: а почему вы 100 тысяч тонн не делаете? А почему 200 тысяч тонн не делаете? А все зависит от того, сколько мы газа потребляем. Вот у нас погоду по нашему газотранспортной системе проходит, и мы благодаря низкотемпературной сепарации, то есть снижая температуру, получаем сжиженный углеродный газ. То есть у нас есть сезонность. То есть зимой мы же все потребляем большое количество газа. У нас зимой продукции больше, допустим. Летом уже газ никому не нужен, все отключают чисто на электричество там, и так далее, поэтому у нас сразу снижается производительность нашего завода. И мы делаем как, чтобы нивелировать эти вот перепады, мы у себя построили большой парк, емкостной парк, где храним вот именно на летний период, когда провал происходит, на летний период мы храним пропан-бутан для того, чтобы удовлетворить полностью вот всех наших потребителей, которые заправляются летом. Вот. А вот в части, это вот пропан-бутан, да, то есть он ограниченный, то есть мы не можем там выпускать 50 тысяч тонн, да, там 100 тысяч тонн. Потом газомоторное топливо, вот этот метан, да, он довольно, вот почему вот мы как законодатели поддержали правительство в части субсидирования перевода на газомоторное топливо, в части субсидирования на строительство АГНКС и так далее, потому что
оно довольно дорогое. То есть перевод, допустим, на пропан и перевод машины на газомоторное топливо, оно дорогое. Там емкости дорогие, там композитные там, и так далее, и так далее. А СПГ, по сути, нет. То есть в данный момент. То есть есть вот завод один, который, ну не завод, а вот мини-СПГ, который выпускает только для внутреннего потребления Якутской ЖД. А дальше уже надо строить. Допустим, вот наш завод, который мы хотели построить, 12,5 тысяч тонн на СПГ, который будет выпускать, она только вот до санкционных цен, она стоила 600 миллионов. А сейчас, я думаю, еще дороже. Ну, сейчас мы пока не переоценивали, потому что сейчас пока подбор оборудования будем делать там и так далее, поэтому пока не оценивали. Михаил Афанасьевич, есть ли у вас что добавить? И хотелось бы еще услышать, сейчас вот говорят уже о силе Сибири-2. Так, ну, что касается развития автономной коммуникации, конечно, мы, как отраслевое министерство промышленности и идеологии, в 2021 году разработало программу развития рынка, развития автономной газификации в республике. Это вот строительство малотоннажных заводов производства ПГ на территории Центральной Якутии. Также сегодня прорабатывается вопрос с потенциальными инвесторами. Компания ПАО «ЕТЭК» сегодня в поселке Кызылсыр тоже рассматривает строительство малотоннажного завода с объемом производства до 20 тысяч тонн. К концу этого года мы ждем от них технико-экономического обоснования, ну и, соответственно, в перспективе, после разработки ТЭО мы поймем, какие годы будут реализованы и какими мощностями. Дальше у нас, вот как Павел Валерьевич сказал, компания «Сахатранспортгаз», разработана проектно-сметная документация, планируется данную проектную документацию направить в главную экспертизу России. И согласно проекта будет построен тоже завод малотоннажного производства СПГ, 2 этапа общей мощностью 25 тысяч тонн по году. И третье направление — это сегодня в Нижнем Бестяхе тоже с компанией, с дочерней компанией Росатома, Атомэнергомаш, тоже ведем переговоры. Есть заинтересованность компании строить малотоннажный завод СПГ на территории Мегино-Кандаларского района, в районе поселка Нижний Бестях. Уже с объемом производства там, порядка 20 тысяч тонн. То есть все эти заводы будут иметь, параллельно реализации строительства этих заводов будет также со стороны правительства организована работа по обеспечению рынка потребления. Это у нас объекты коммунального хозяйства, перевод на СПГ, это у нас перевод населенных пунктов на СПГ. Вот по поручению главы республики сегодня реализуется совместно с Министерством ЖКХ реализуется пилотная программа, пилотный проект. Село Качекавцы разрабатывается проектная документация на сегодняшний день по переводу объектов коммунального хозяйства и населения на СПГ. Поэтому, еще раз повторюсь, газопереработка – это наша перспектива, именно перспектива и сильная сторона нашей республики. Михаил Афанасьевич, спасибо за такие обширные, хорошие комментарии. Мы сейчас вас отпускаем, продолжим обсуждение в студии. Спасибо вам. Ну что ж, почему вообще мы сегодня задаем эти вопросы? Потому что, по сути, у нас вся республика зависит от завоза, зависит от цен на топливо. И чтобы как-то снять с рту проблемы, появились вот такие вот как проекты, как переход на газомоторное топливо. Глава республики Айсен Николаев уверен, что это даст значимый экономический, экологический эффект. Давайте обсудим это. Что сейчас мешает активному внедрению этих проектов? Какие есть трудности? Ну, если смотреть в целом, вот то, что вот Михаил Афанасьевич сейчас сказал, большие проекты, которые именно по переработке газа, первая проблема – это газотранспортная система. Да, локальная наша система, которая работает с 1967 года, она довольно и морально изношена, да, вот в какой-то части. И пропускная способность, которая сейчас в данный момент у нас есть, она не позволяет, допустим, да,
какие-то ориентироваться на среднетоннажные там, СПГ, там, заводы там, и так далее. И зная это, Арсений Сергеевич очень плотно проработал с правительством Российской Федерации. Мы вот буквально очень почти десятилетия добивались строительства третьей нитки, да, Кызылсыр-моста, которая нам позволит снять, по крайней мере, в перспективе на 10 лет пропускную, ну, как бы проблему пропускной газотранспортной системы. И второй момент – это, конечно, ресурсная база. Это, и как вы знаете, у нас сейчас в данный момент, вот в Центральной Якутии, если смотреть, то предприятия, которые владеют лицензиями наших месторождений, они вот ЕТЭК и «Газпром». И у нас есть, у Сахатранснефтегаза есть лицензионный участок на Среднетюнском месторождении. Вот это вот сейчас вот нас тоже ограничивает. Но такой масштабный проект, да, о котором мы услышали недавно, это «Сила Сибири-2». Каким-то образом он может вмешаться? Нет. Как вы считаете? Нет. То есть здесь никак не скажется на внутреннем вот, рынке? Даже вот «Сила Сибири», запустившись, да, хотя там конденсата довольно много, там, миллионными тоннами, мы могли спокойно там построить какой-то завод, который бы обеспечивал бы часть продуктов, нефтепродуктов внутри республики. И я не думаю, что «Сила Сибири-2», которая сейчас вот будет запускаться, она каким-то образом повлияет на рынок газомоторного топлива внутри республики. Я сомневаюсь. Ну что ж, газ это хорошо, но мы только что выяснили, что полностью решить проблему не удастся. Вот хочется сейчас узнать, как у нас с запасами вообще топлива. По топливу у нас никак по продуктам, хотя товар биржевой на это производится в стране. Но сахар тоже товар биржевой производится в стране, тем не менее, что мы видели. Больше он уходил на экспорт, сейчас он на внутреннем рынке, поэтому дефицита такового в стране вообще не будет. Не будет. Не будет. Наоборот, сейчас на бирже, на Санкт-Петербургской бирже идет, наблюдается снижение цен. Как республика мы со своей спецификой на самом деле всегда завозим запасом. Без запаса мы никак не можем завозить. Мы вот так с колес не живем. У нас, если даже ЖД-транспортом на центральные районы заводится, заречные районы, южные районы, все равно, вы понимаете, с заводов-производителей, пока оно выходит, где-то порядка 15-30 дней эти вагоны будут идти. А запас есть на какой срок? То есть на год? Ну, до лета, наверное, нет? До лета, конечно, есть. До лета, до навигации. Есть. Вообще тут надо заметить, чтобы сейчас все регионы должны учиться у республики. Как депонировать, как складировать, как обеспечивать себя большим объемом теров там, и так далее, они должны учиться у нас на самом деле. Потому что вот тот период, который сейчас наступил, он буквально как бы, мы так постоянно же живем. У нас река скрывается, да? Мы должны заранее завести. У нас зимник закрывается. В принципе, и что и продуктами занимается, что нефтепродуктами, что другие, мы все уже понимаем, что у нас, когда, ну, сезонность есть, естественно, у нас паромные переправы, они дороже, поэтому, естественно, они все запасаются как минимум 2-3 месяца, как минимум. Ну, в зависимости от сроков хранения, сроков годности, если по продуктам говорить, да. А по нефтепродуктам у нас он завозится в период навигации, основной объем для Якутска, а для которых на ЖД-станциях, я уже говорю, это два, которые стоят уже на ЖД круглогодичная доступность есть, и то у нас оно завозится запасом на 2-3 месяца, потому что мы все равно отдаленно живем, поэтому у нас вагоны 15-20, ну, от 15 до 30 дней идут, поэтому все предприятия, в принципе, это понимают, знают. Ну, это наша существующая схема, наша жизнь. А вот северный завоз? Северный завоз, арктические районы мы завозим только в период навигации. В зимний период мы развозом занимаемся, то есть мы депонируем в пунктах депонации, это мы говорим в пунктах хранения, ну, по-простому говоря, да, депонируем, и в зимний период мы их развозим. Часть объемов развозится, как мы говорим, первый тур навигации, то есть когда на море еще навигация не открыта, но у нас есть, допустим, на реках Яна, Индигирка, Колыма у нас время в верховьях, они у нас открывается доступность, возможность доставки, это в июне, а арктическая навигация у нас начинается с 20 июля.
Поэтому по срокам у нас есть несовпадение. То есть депонированный объем, ну, грубо говоря, в Нижнеянский узкий Гей у нас завозится первый тур навигации часть, а часть завозится в зимний период. И поэтому у нас на навигацию доставляется для арктических районов, ну, год-полтора года запаса. Ну, то есть, что мы поняли, да, цены на топливо остаются примерно прежними, да, запасаться смысла нет, закупать бензин. Вот хочется спросить у Минтранса, насколько мы знаем, есть существенный рост по цен на авиационное топливо. Озвучите, пожалуйста, информацию по этому поводу, и скажется ли это на ценах на билеты? На ценах на билеты не скажется. Вы знаете, что у нас вообще по ДВФО идет субсидирование без возраста, да, без ограничений. То есть, да. Если говорить про авиационное топливо, то запас имеется в республике до 1 октября. То есть у нас, вот как говорили коллеги, в период навигации все завозится. И у нас есть до 1 октября есть запас топлива авиационного. Поэтому здесь проблем тоже не будет. Ну, а потом, как дальше, учитывая рост цен? Ну, здесь будет уже государство работать, чтобы цены не росли. Тем более сейчас мы работаем по субсидированию билетов, как и за пределы республики, да, так и в пределах республики. Это северные арктические районы, да, для жителей, чтобы билеты стоили дешевле, чем они есть. Ну, в любом случае, мы поняли, что выгоднее и удобнее, и экономичнее, и экологичнее переходить на газ, пользоваться газом. Вот как привлечь потребителя? Может быть, есть какие-то идеи, мысли, как вы считаете? Об этом говорил наш коллега с Минпромгеологии. У нас разработан порядок. Этот порядок он у нас субсидирует почти 90% перевода транспортных средств. Да. Если ранее люди не обращались, то сейчас, если мониторить рынок, то уже есть некая очередь, уже, да, которые хотят перевести свое транспортное средство на газомоторное. Если говорить о ценах, то, конечно, 100, 120, 130 тысяч для среднестатистического человека, да, даже для меня это очень достаточно дорого. Если будет субсидироваться, то, мне кажется, народ подтянется, уже будет переходить. Еще, конечно, на развитие влияет, конечно, у нас развитие инфраструктуры. Если говорить о центральной Якутии, здесь все хорошо. Ну, надо дальше развивать те же газозаправочные станции, да, чтобы у нас заречные, южные районы могли тоже переходить на газомоторное топливо. Для этого тоже субсидии есть. Да, для строительства ГМТС. И планы тоже, в принципе, очень даже перспективные, развивающиеся. Мы все ждем. Надо выращивать, вот это потребители надо выращивать, чтобы люди были уверены, что вот сегодня я перевелся на, допустим, на газ, но газ он должен быть и завтра, и послезавтра. Да, и по приемлемой цене. Да, ну и по приемлемой цене. Только тогда рынок будет развиваться. А что может дать такую уверенность? Инфраструктура, то есть да, государство, то, что вот мы первый шаг сделали, да, вот республика, это субсидирование, перевод на газ, да, это субсидирование строительства ГНКС, это же есть, и плюс льготы по кредитованию там и так далее, поэтому вот мы пытаемся, как понимаем, что чем больше мы внутренние продукты будем потреблять, для нас лучше будет. Ну, то есть, чем меньше будем завозить, тем лучше будет для нашего потребителя, ну, как для нашего населения. Потом еще вот то, о чем Павел Владимирович говорит, это такой customer development, как АСДЭФ, да, в масштабах республики, если говорить языком бизнес-маркетинга. Ну и у нас и предприятия, которые автопроизводители, они субсидируются тоже, которые производят на газомоторном топливе транспортные средства. То есть они уже продают со скидкой свое транспортное средство. Там есть перечень определенных транспортных средств. И это и общественный транспорт, и какая-то специальная техника. В общем, я уже задумалась, чтобы свой автомобиль на газ переоборудовать. Тем более субсидий дают. Действительно, идея актуальная, идея хорошая, учитывая, что газовое топливо – это не топливо даже не сегодняшнего дня, а топливо будущего. Поэтому, если сделать это сегодня, то можно, я думаю, сэкономить значительно. Как минимум сэкономить. И еще один вывод я сделала из сегодняшнего разговора. В прошлый раз мы тут обсуждали цены на продукты, в том числе на сахар, и выяснили, что во многом рост цен был обусловлен тем, что люди бросились мешками покупать, значит, этот сахар, которого достаточно в стране. Бензина
топлива у нас в стране тоже достаточно, но поскольку купить больше, чем там канистры в гараж невозможно, поэтому, наверное, такого же... Да, такого не произошло. Ну что ж, мы сегодня говорили про запасы топлива, ну и поняли главную мысль о том, что всем нам пора переходить на газ. Это была программа «Якутия Лайв». С вами были Ирина Ефимова и Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.